нас. Мы приехали в город, который только развивает свой туристический потенциал. Это Грозный, Чеченская Республика. Но приехали сюда не просто так, а в формате ретро-поезда, который тащил сам паровоз 50-х годов постройки. Посмотрим сегодня, чем знаменит Грозный. Мы поедем 3 вагонами на Грозный, на Гудермес. Есть возможность у людей увидеть культуру чеченского народа, посмотреть красивые мечети, ну и взять какие-то сувениры для себя, у них остается время соответственно. В настоящий момент в этом поезде только вагоны-купе. Чуть позже, то есть следующие рейсы, уже будут вагоны СВ. Должен сказать, что здесь самые обычные вагоны-купе. Правда, новые, Тверского вагоностроительного завода, но не 19-20-х годов постройки. Это вагоны-трансформеры. Почему трансформеры? Потому что можно опустить спинку, и это будет спальное место. Также на каждого пассажира по 2 софита. Есть полки для личных вещей. И розетки на 220 вольт у пассажиров нижних полок и USB-порты у пассажиров верхних полок. Точно так же у пассажиров верхних полок это собственные софиты и места для хранения личных вещей. Станцию Гудермес, самую современную и презентабельную в республике, а затем экскурсионным автобусом всех везут к первой достопримечательности Грозного. Правда, перед этим есть некоторое время прогуляться по цветочному парку и почувствовать на себе прохладу от брызг фонтана. И уже после этого все отправляются к самому заметному месту Грозного. Я думаю, все знают про известную Москва-Сити с ее обзорной площадкой, но в Грозном тоже есть такой деловой центр – Грозный-Сити, куда мы сейчас и отправимся посмотреть на Грозный с высоты. Находится смотровая площадка здесь на 29 этаже, куда можно добраться на скоростных лифтах. И это, нужно сказать, одна из самых лучших смотровых площадок Грозного. 145 метров высота башни, зато посмотрите, какой вид. Весь Грозный, как на ладони, все улочки, все проспекты. Вот над парк, где мы гуляем. Красотища. Ой, ребятушки, Грозный мне очень сильно напоминает Саудовскую Аравию, во всяком случае по видео. Точно такая же жара, но и точно такие же красивые виды. Мы сейчас справляемся в самую известную мечеть Чечни, сердце Чечни. Мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова или просто сердце Чечни поистине грандиозное сооружение. Это почти полная копия голубой мечети в Стамбуле. Почти, потому что у той 6 минаретов, а у чеченской их 4. Здесь одновременно могут молиться 10 тысяч человек внутри и 10 тысяч снаружи. Как поговаривают, на строительство этой мечети ушло около 10 миллионов долларов. Снаружи она величественна, а внутри красоты заставляют еще больше удивиться. Еще одна ее особенность – люстры. Они напоминают 3 святыни ислама. 27 люстр имитируют мечеть в Иерусалиме. Еще 8 сделаны по образу мечети в Медине, а центральная повторяет форму Каабы в Мекке. Во все мечети вход открыт абсолютно каждому, независимо от материального состояния или занимаемой должности. И только женщины молятся отдельно на 2-м этаже на балконе. Вообще в Чечне около 1200 мечетей, все они по-своему красивые и абсолютно уникальны. В формате этого тура можно увидеть и побывать внутри еще в нескольких мечетях. Одна из таких – мечеть имени Аймани Кадыровой или Сердце Матери. Молиться здесь могут только 15 тысяч человек, но мы вам ее хотим показать из-за внутреннего дизайна.
еще бросается в глаза в Грозном, так это портреты Путина и Кадырова. Не буду лезть в политику, а просто отмечу, что их фотографии здесь практически везде. На арках, на автобусах, на плакатах, на домах. Что уж говорить, если тут два главных проспекта, это проспект Путина и Кадырова. Здесь им особый почет. А как вы понимаете, главный музей – это музей имени Ахмат Хаджи Кадырова. Расположен он на площади 5 гектаров, а внутри убранство практически как в мечети. Двери из золотистого дуба, итальянский мрамор, колонны, покрытые сусальным золотом, 1,5-тонная иранская люстра с золотом 999 пробы. Посмотреть здесь можно рабочий кабинет первого президента Чечни, его дорогие подарки от гостей, награды и личные вещи. Напоследок у гостей города остается время, чтобы приобрести сувениры на местном рынке. Вообще, нужно сказать, что в самом городе можно посмотреть только мечети и музеи. Мы бы предложили включить в тур еще и поездку в пригородную часть Чечни. Особенной культурой, традициями и обычаями. Народ здесь тоже вполне приветливый, поэтому приезжайте сюда, но когда погода будет располагать и будет вам комфортно. А мы поехали в следующий город. Какой? А вот узнаете, если подпишитесь на канал.